Құрметті Ерлан Жақанұлы, құрметті әріптестер, цифрлық кодекс талқылағанда біз ең алдымен азаматтардың құқықтарын қорғау туралы айтуымыз керек. Қалай біз балаларымыздың деректерінің қауіпсіздігін, олардың құқықтарын қорғалуын қамтамасыз етеміз деген сұрақ ең басты сұрақ болу керек деп санаймын. Бірнеше мәселеге тоқталайын. Первое, кому принадлежат данные. Формально в законе указано, данные принадлежат гражданину. Но на практике человек этого не ощущает. Данные утекают, используются без согласия, а сам гражданин часто не понимает, кто их обрабатывает, где они хранятся и кому передаются. В кодексе нужно четко различать владение, контроль и доступ. Данные – это собственность человека, государство – гарант их защиты, операторы – лишь временные хранители с четко прописанной ответственностью. Моя позиция как гражданина – я не хочу, чтобы все мои данные были доступны широкому кругу лиц, и их с каждой новой системой интеграции становилось все более доступнее. Частные или государственные системы предлагают четче прописать, что есть сферы, куда нельзя пускать частный бизнес. Там должна быть только государственная информационная система. Это, например, безопасность, внутренняя информация, базы судов, налоги, казначейство, МВД, ну и, конечно, национальная образовательная база данных. Ведь там миллионы детских анкет, медицинских справок и так далее. Все это должно быть в управлении, не должно быть в управлении частной компании, здесь только должно быть государство. Это вопрос национальной безопасности. Третье. Где анонимность недопустима? В проекте есть нормы о сохранении анонимности. Когда мы говорим о форумах или других сайтах, это одно, я с этим полностью согласен, но есть зоны, где анонимность неприемлема. И мы должны навести порядок там, где идет общение с детьми, чувствительный контент или есть возрастные ограничения. В кодексе нужно четко дифференцировать эту норму и прописать, если есть возрастной ценз, если речь идет о сайтах, там, где азартные игры или онлайн-продажи и так далее, анонимность там уже не должна быть допустимой. В таких случаях должна быть обязательная верификация. Четвертое. Big Tech и рынок. Давайте прямо скажем, большим IT-компаниям выгодна ситуация, где мало регулирования. Чем меньше контроля, тем больше данных они собирают, тем дороже они продают. Да, мы открыли открытый рынку, но рынок должен тоже играть по правилам. Если частная компания получает доступ к данным граждан, управляя системой, требования к ней должны быть такие же строгие, как к самому государству. Если доверили, будь добр, храни как положено, по тем же стандартам безопасности, ну и, конечно, в Казахстане. Пятое. Цифровое неравенство и офлайн доступ. Я задал вопрос, на вопрос ответ не получил. Сегодня большинство услуг и оплат перешли в онлайн. Да, это здорово, это классно, это очень удобно, но, к сожалению, не для всех. В школьной столовой, например, когда нельзя расплатиться ни наличными, ни даже картой, висит только QR-фотография или номер телефона, куда надо сделать перевод. А если у ребенка нет смартфона? Это уже не про удобство, это уже про дискриминацию. Кодекс должен прямо закрепить принцип. Цифровизация не может ограничивать доступ к базовым услугам. Шестое. Face ID и биометрия. Распознавание лиц используется сегодня повсеместно практически. В школах, больницах, на проходных. Но где хранятся эти данные? Кто к ним имеет доступ? На самом деле это не совсем понятно. Это очень чувствительные данные. В кодексе должно быть четко прописано: биометрия только согласие, хранение только на защищенных серверах и только в Казахстане, запрет на передачу третьим лицам. Седьмое. Право на забвение. В кодексе есть очень интересная норма о праве на забвение. Я поддерживаю в целом эту норму, но считаю, что нужно значительно уточнить ее. Должны быть исключения: общественно значимые сведения, какие-то антикоррупционные расследования журналистов, другой цифровой след для следствия и суда, это должно оставаться доступным. Такие вещи не должны исчезнуть с использованием нормы о праве на забвение. Девятое. Цифровое наследие. Что будет с цифровыми данными после смерти гражданина? Соцсети, аккаунты, переписка, документы сейчас в Казахстане это так четко, как не нужно, не регулируется. Нужно включить в кодекс раздел о цифровом завещании. Может быть. Каждый, может быть, должен иметь возможность указать, кто получит доступ к его цифровому, можно сказать, наследию. И десятое. Право на человеческое решение. Сегодня все чаще решение принимает алгоритм, дальше, наверное, все чаще и чаще будут использовать искусственный интеллект. Но если речь идет о судьбе человека, он должен иметь право сказать: я хочу, чтобы мой вопрос рассмотрел человек, а не алгоритм или какая-то информационная
система. Это право нужно прямо прописать в кодексе. Технологии не должны лишать человека человеческого общения, и мне кажется, что это фундаментальное право, речь идет вопрос об этике. Коллеги, мы живем в цифровую эпоху, но остаемся все людьми, поэтому цифровое государство должно быть не только умным, но и, конечно, оно должно быть этичным. Не только быстрым, но и, конечно, оно должно быть справедливым. Если этот кодекс будет защищать человека, значит, он действительно будет работать на будущее Казахстана. Я убежден в том, что кодекс очень нужный, очень важные нормы есть. До второго чтения предлагается вот эти предложения рассмотреть. В целом, я думаю, что кодекс нужен для страны. Спасибо.